привет, гибрид-центр Якутск. Вот, закупился для того, чтобы работа была удобнее, чище и качественнее. То есть это мы приобрели специальную емкость, отсасывает, получается, с бачков жидкостя. Очень удобная штука. Вот, приобрел воронки, одну для Honda, одну для Toyota. Это у нас будет шприц закачивать на жидкостях, планетарные передачи, вот как бы так. Вот магазин Равинол посодействовали, как бы помогли такими вещами. Респект большой. То есть мы сотрудничаем с Равинолом. Ребята, всем привет. Сегодня, короче, заехал ко мне вот такой вот шаттл. Человек кое-как до меня доехал чисто на батарейке, потому что машина, робот стал пинаться, ну и перестал ехать. И запах из-под капота, как типа паленый диск сцепления, горит как будто. Ну и короче, я сейчас снял все. Смотрю, в бачках, актуаторах жидкость, а ее тут почти нету. Вот здесь вообще почти пол бачка, даже меньше. А тут она вся грязная. В общем, вот так вот, ребята. Не доводите до такого состояния. Вот сейчас возможно, что сцепление уже кирдык. Ну, то есть я сейчас попробую в бачках жидкость поменяю, попробую прокачку сделать. Если поможет, то ну, человеку просто повезло. Если нет, ну попадалово это 1180 начинается. Во Владивостоке коробки бешеных денег стоят. Ну вообще сцепа дорогая. Сам робот ходит, а сцепление у них умирает. Поэтому как бы следите за своими машинами, приезжайте вовремя на ТО, на замену жидкостей. Каждые 30 тысяч надо менять жидкостя. И каждые 10 тысяч надо делать калибровку робота. Только тогда будет жить робот. Ставьте лайк. Вижу вот такую фигню. Я в бачок заливаю жидкость, а она тут вытекает. Оказывается, она бежит. Вот откуда-то оттуда. Вот. Вон она бежит. Поэтому как бы она и не едет. Вот с этого бачка выходит жидкость. Вот с этого. Тут стоит, а тут уходит. Заслонка грязная на этом шаттле. Тоже. Короче, по этой Хонде у нас новости такие, что умерло выжимное сцепление. Стоит оно в районе 190 тысяч рублей. Может выше, не знаю. Даже надо будет сейчас узнавать, запрос во Владивосток давать. Вот. Отверстие это дренажное, оказывается, у нас в колоколе. Это у нас не дырка. Ну, а оттуда изнутри бежит жидкость. Ну, это, короче, там уже конкретно проблема со сцеплением. И ничего с этим не поделать. Сейчас будем заказывать, а там будем думать. Может быть, будем менять. То есть снимать двигатель, ронять вместе с коробкой, половинить и ремонтировать сцепление. Такая Honda. Проблем с Хондами, оказывается, хватает. Пробег у машины 167 тысяч километров. Вот он пробег ешный. Робот. Сейчас калибрую заслоночку. Выгонять буду и ставить на парковку. Заехал к нам такой раритет. Prius десяточка. Вот такой автомобиль прикольный. Так вот он выглядит. Гибрид систем. Такой салон у него. Автомобиль надежный, довольно-таки. Делали его точно инженера. Что 20-ка, что 10-ка. Но с батарейками на них большая проблема и большая беда. То есть во Владивостоке на них ничего нету вообще. Ни элементов, ни батареек. Ничего такого нету. Поэтому... Ну на этом батарейка живая, бодрая. Ездит нормально. Заводится все. Сейчас вот заехал человек дроссельку почистить. По электронике маленько проблему убираем. Там некоторые провода изолируем и все такое. Ну то есть старость дается себе знать. А так вот здесь вот так вот было. Такой компьютер.
ВВБ сейчас отключили пока, поэтому сейчас заведем, когда. Клюшка вот такая у него прикольная. Руль. В общем, как машина тех годов, 2000-х годов, она выглядит вот точно так же, по идее. Подстаканники вот так нормально, удобно все сделано. Мафон, все есть. Поэтому тачка, такие машины нельзя списывать со счетов, она еще работает. Она еще послужит. Что тут у нас по двигателю? Стоит НЗ-ка. Дроссель, заслонка у него механические. Ну, то есть она электронно-механическая у него. Инвертор вот так выглядит. Не пластиковый, а алюминиевый какой-то. Крышка, да? Все. По идее, все в доступе. Его можно обслуживать. Видишь? Болтики, гаечки, все есть. Он обслуживаемый. Не то, что как сейчас десятки уже там, ну эти, тридцатки, то есть его только менять и все. А здесь уже можно обслуживать. Там уже одноразово получается. Ну, в принципе, по идее, да, но их ремонтируют. Их тоже вскрывать научились. Ну вот, завели Prius десяточку. Так вот у него выглядит. Вот такое табло прикольное. Все то же самое. ПРНД. 292 тысячи пробег. Двигатель 1НЗ. Ну это вообще четкий раритет. И состояние у него довольно-таки хорошее. Состояние машины хорошее. Она прям сохранилась для своих лет жестко, да? Ну хозяин, видать, ухаживает, да? Молодец. На. Немножко отхимичить его и вообще как новый будет, да? Всем привет! Сегодня у меня Honda Везель на замене форсунок. Приобрели форсунки с Владивостока, сейчас пришли. Короче, чтобы открутить вот это вот, добраться до рампы, обязательно надо снимать впускной коллектор. Снимаешь дроссельную заслонку, обязательно. Как бы вот это вот, воздухозаборники все снимаются. Ну и добрались вот до рампы. Сейчас будем ее откручивать. Форсунки у нас будут вот такие вот. Новые форсуночки сейчас будем ставить. Кетхин. Ну, хвалят эти форсунки, говорят, хорошие. У нас вот гибрид сервис из Владивостока, все ставят их и говорят, что они почти как оригиналы ходят. Посмотрим, увидим. Машина постоянно приезжает с ошибкой по бедной смеси. То есть ездишь, бах, ошибка и загорается на табло полностью вся гирлянда, да? Да. Что там у нас загорается? Все. Чек. Потом еще 4 значка, по-моему, что-то по системе нима нету, по-моему. Ну, какая-то, короче, 4 значка там загорается. У Honda вообще все так. Если что-то с топливной, если какой-то check-engine, загорается все табло. И пугаться от этого не надо, что прям все загорелось. На самом деле ошибка всего одна. То есть именно по бедной смеси. И он выкидывает такой вот. Как бы, ну, приколы такие. И машина переходит на батарею, ой, на двигатель, да. И едет как-то по странному. Такие вот дела. Будем сейчас это исправлять. Ребята, форсунки, ну это жопа. Вот Везель. Сколько пробег? 140. 140 тысяч. Смотрите, что творится с форсункой. Жестко. Вот это вот кокс какой-то прям вообще. Жесткий кокс. Это пизда. Установили мы форсунки, короче, новые. Смотрим. По вспышкам. Ну, уже не 66 нацелено, но есть маленько. Уже что, не знаю пока. Ну, маленечко есть. Вот 2 в третьем цилиндре и 1 в четвертом цилиндре есть. Один пропуск. Вот, полный пропуск 4. Полный пропуск вспышки 2.
А в четвертом нормально. Вот здесь вот нормально показания. Первый, второй, третий, четвертый. Чуть-чуть, короче, она пропускает. Но это может, я говорю, то, что форсунки новые. Надо подождать. То вот форсунки, я хорошие, что их? Вот такие форсуночки, короче, старые. Вот так. Она вся забитая. Вот поснимай даже. Сейчас мы на листочек бумаги какой-нибудь найдем. Вот листок бумаги. Карбиком чуть-чуть его поэтому. Смотри, сколько там дерьма всякого. Смотри. Вот это все с нее. Ага. Видал? И Да. она как бы это чуть-чуть промывается. Я думаю, их еще можно попробовать помыть на аппарате. Может быть, что-то будет. Может, они еще и поработают. Но маловероятно, они керамические. Ну, на аппарате можно, думаю, промыть. Кстати, у кого аппарат будет, ты можешь, в принципе, их с собой забрать Ага. и на аппарате где-нибудь это Промыть, да? попробовать. Ну, как Пусть запас. запас лежат. Да. Но. Вот. Вот она. Жесть, да? Смотри. Давай, Так. сейчас посмотрим, вот, сколько выйдет с ней. Смотри. Ну, Она смотри. прям прикипела, но. Смотри, что творится. Вот это форсунка. Вот это топливо наше. Вот такое. Это жесть. Вот это да. Ну и двигатель кокса много в нем уже. Клапана уже надо, по идее. Ну вот человек приедет ко мне примерно, ну к зиме, наверное, да? К зиме, Ну, к ноябрю. но и Сейчас вот сентябрь, октябрь покатаюсь. и попробуем легкую раскоксовочку сделать. Потому что сейчас залезли эндоскопом туда. Ну, немножко нагар есть на цилиндрах. Ну, я думаю, нам можно его убрать сейчас, пока не поздно. Быджишкой помыть. И все, и она отмоется. Ну, сейчас моторчик уже ровно работать начал. А то работал как дизель. А сейчас четенько работает. Сейчас идет обучение заслонки дроссельной. То есть сделали сброс. И сделали. Сейчас обучение поставили. Стартуем на испытание. Так, погоди-ка я закрою ворота. Далеко не отъезжаю, то сигнал не сработает. Давай. О, поехала. Ну все. Поехали испытывать форсунки новые. Да-да-да. Посмотрим, что, как она топает. Как лучше едет, хуже едет. Ну, хоть бы ехала вообще. А там ошибок, да, сколько было? Вообще нереальное количество хватит. Так, ты не пристегнут, сейчас запищит. Ага, сейчас пристегнусь. Так, Honda. Honda, она такая вредная. Ничего, походит. Ага. О, вот это другое дело. Едет, да? Да, поехала. Вот это нормальный уже ход. Так Она она не ехала. Не ехала, да? Динамика появилась. Появилась динамика однозначно. Ну, эта тачка обслуженная. Форсунки сейчас новые, свечки новые. Потом, что еще? Робота калибранули. Масла поменяли. Сейчас следующая замена масла. Предстоит как бы легкая раскоксовочка двигателя. Потому что сегодня заглянул эндоскопом. Есть в горшках как бы нагар. Мы его немножко быджишкой растворим, уберем. Посмотрим, в общем. Машина 2014 года, пробег у тебя сколько? 142 тысячи. 142 тысячи. Ну, подмотанный, может, есть, не знаю. Говорить об этом не будем. Но все-таки как бы тачка не новая. Да. Но едет она сейчас совсем по-другому. Чувствуешь, да, короче? Нормас. Вот эта прыгучесть уберется завтра. Ага. Завтра мне сделают ее помягче. Человек сказал, он знает,
Я как только начал говорить, он сказал, знаю, Мгм. пригонишь. Нормально. Это ты где будешь делать? А, у меня знакомый в порту. Он чисто сам от Он себя чи- занимается, да? Да, он чисто, у него там свой токарный станок. Ну, если что, поговори, может быть, надо ему рекламу. Сделаем в нашей Ага. группе везелей, там Хорошо, где-нибудь скажу. рекламу. Если он хороший мастер, чё, почему Он нет? мне делал премию, ну вот я не знаю, везель сделает, сейчас посмотрим. Но он так легко сказал, что я ему говорю, вот у меня такая везель, он немножко, он такой жестковатый, некомфортный, я такой, да. Он такой, все, заезжай. Я говорю, что-то надо купить, он говорит, ничего не надо. Я Мгм. понял, о чем ты. Ну, значит, знает, о чем говорит. Ну да. О, хоть начало. Сейчас мы выйдем. Нормально. Сейчас мы прокатимся, потом заедем в гараж, пос- Ага. откроем капот, посмотрим, нигде ничего, чтобы бензином не пахло, пощупаем, понюхаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, дорогой. Привет. Здрасте. Вы знаете, у нас заедает правый поворот. Поглядим. Да, а при переключении скорости такой звук, такой тук-тук-тук. Послушаем. Еще, вы знаете, у нас перегревается правое переднее колесо. Пощупаем. Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. Понюхаем. Мне кажется, там В это... отоприте гараж-то. Где машина-то? Проверить надо, после ремонта всегда надо проверять машины. Даже масло, когда меняешь, надо всегда проверять. Нигде ли не бежит со сливной пробочки, может ее подтянуть немножко надо, как бы так, это такие моменты. О, видишь, на батарейку перешла. Кстати, она на батарейку переходила, знаешь как? А, Вот да? так вот, Вот да. так было. Да. А сейчас мягонько Сейчас раз. я даже не услышал, как она ушла на батарейку. Она, видимо, ну, двигатель глушился Мгм. из-за того, что двигатель троил. Он аж с дерганием. Но это у тебя произошло, даже дом промытия же было, да? Да, Вот, то, что да, до ССЛ-ки, да, мы? Да, до. А СЛ-ка ее просто, получается, чуть-чуть поддобила, что ли. Да. Хуже стала она. Но она стала мыть. В горшок заглянули, она стала мыть. То есть вот это вот нагарчик, он немножко отошел. Его видно прям, что он, ну, мокренький Вот. стал. Вот видишь, ты А. начинаешь ехать, она начинаешь жать, она начинает ехать. Ну и Она форсы. Да, она до этого просто орала и потом поздно переключалась. Мгм. А сейчас ты вот оп и поехал. Но Видишь? форсы, значит, как бы нормально работают, хорошо. Ну, ребята, форсунки надо менять иногда на визелях. Я смотрю по коррекциям, по всей войде, вот смотрю диагностику. Вот, она не орет, она едет. Но... Раньше я нажимал, она пау, двигатель. Ну, естественно. И слышишь, форсунки свистят, как будто пш, такое ощущение, что... О, она сейчас едет, реально едет. Она так не ехала. О, Сотка спокойно, да? вообще в легком. А. Сейчас слышим, а, нет. Не будем. Ну да. Ну, кстати, свет прикольный у тебя. Свет вообще классный. Я Ага. сам, блин, кайфую. Как днем едешь, вообще все видно. Вон дальний, смотри. Но, Вообще тема, да? да. Я такой, ну, бля, прям как это, мечта идиота. Я такой, о, Круто, так круто. нужно. Визелек заживет. Да, Нормально. вот прямо он задышал, реально. Он поехал. Ну, ты тут сколько, ну, блин, ништяк. Ну, для мастера хорошо, когда самое лучшее это когда, чтобы у клиента все хорошо работало, чтобы все нормально с машиной было. Вот так он должен ехать, вот так я хотел, чтобы он ехал. Потому что когда вот он не едет, ты такой, ну, начинаешь уже вот эту педаль бояться, он начинает орать, ну, а Ага. ты вот все. Хочешь поехать? Поездишь, потом заедешь ко мне на диагностику через несколько дней. Посмотрим, что Ага, ага. случилось с пропусками, с коррекциями. Убрались совсем, не убрались. А, нет, лучше не обгонять. Ну да. Всё еще подъедет. По-хорошему, конечно, форсунки менять вместе со свечками. Вот свечки ходят 100 тысяч. Ага. Но при нашем бензине, наверное, форсунки столько не отходят, я думаю.
100 тысяч. 50 тысяч, наверное, будут Ну, ходить. да, ну надо следить. Но по идее, значит, менять надо форсунки сразу комплект и свечки надо менять. Вот тогда совсем результат вообще будет другой. Отсекаются все. По пропускам я имею в виду. Да. Остаются только катушки. Но катушки, они, как правило, вообще редко когда Ну выходят. вот из мы же строя. катушки смотрели, они же Да, нормальные. все нормально, да. Мы меняли их местами, все проверяли. Нифига как бы не помогло. А вот тут вот сразу форсы подкинули, сразу пропуски другие. Да. Собирается поворачивать или Или он забыл. забыл? Ага. А, ну да, забыл, что он выключил. Только посмотрим по оборотам, как мы едем, на каких оборотах. Даже 2000 нет. Угу. Она шпарит нормально. То есть вот этого я хотел Она. от моей машины. То есть, ну я, конечно, знал, что она будет лучше работать, потому что она, ну это же не дело было с такими этими. То есть Гре- ты вот газу давал, она не ехала, она просто орала. Угу. И сколько ты так ездил примерно? Ну вот, после того, как гирлянда загорелась, вот так вот она и была. Ну, она, как бы ты давал, да, ей, она все равно, когда переключалась, она потом ехала. Угу. Но потом только скидываешь, она начинала двигатель троить. То есть, видимо, когда ему прям конкретно, он все равно какую-то объединенную, но смесь давал. Ну В да. любом случае. Ну что-то шло, конечно. Ну, то есть, иначе он бы просто заглох, захлебнулся. Ну, до первого заезда у тебя тоже же, ты говорил, да, Да, что-то? там Тоже же было. троил двигатель. Ну, ты же сам слышал. Но. Я поэтому как бы и внимание обратил на пропуски по зажиганию. То есть сразу в диагностику зашли, опа, а оно сразу вот оно выявилось. А он как дизель работал у тебя получается. А, есть. И есть еще тут у меня одна девушка на шаттле заезжала. У нее точно такая же проблема. Мотор работает как дизель. Ну, вот. Надо ей тоже, по идее, посмотреть. Но я ей потом предложу форсы поменять тоже. И тоже очень большие у нее троения по цилиндрам есть. Ну, это же, представляешь, как двигатель страдает, по сути. Он задушенный, получается, ему надо протолкнуть этот бензин через эти дюзы, а они забитые, прикинь. У него ни распыла, ничего нету нормального. Да, обращайтесь, движение все сделает. И в принципе это было по времени недолго. Да, сколько мы? 2 часа, да? Поварили? 2,5 2 часа где-то. Ну это с обучением, кстати, 15 минут обучения дроссельной заслонки. В принципе, я считаю, что это быстро. Да. Разобрались, все, трык-трык, аккуратненько, все посмотрели. Ну, ужасное состояние, конечно, было форсунок просто. Ну, как бы я сам не специалист, но и то я увидел, что это пиздец, по-другому не скажешь. Да. Ну, а скоро у нас новый будет контент. Заехал к нам Honda Fit Shuttle с убитой сцеплением, получается, по роботу. Убитая. Вчера закапала тормозуха, получается, с выжимного. Вот. Сейчас человек купит новое выжимное полностью. И мы будем делать контент. То есть, смотрите, мы покажем, как его менять, наверное, даже. Ну, как бы, кто хочет, пожалуйста, как бы по моему видео сможет сам это сделать, в принципе. Вот. Кто не хочет, ну, обращайтесь к нам в гибрид-центр Якутск. Как бы мы вот в апреле месяце мы открылись и как бы продвигаем эту тему по гибридам в Якутии, ну, в Якутске. Много кому что уже сделали. Бывает, конечно, что и приезжают повторные именно по батарейкам, но это уже, как говорится, если сэкономишь один раз, ну, как бы потом оно все это будет преследовать. Ну а так, в принципе, как бы сейчас новый диагностический стенд у нас, он показывает практически со 100%. Все. Какие элементы, с какой процентностью, что надо ставить. Вот. До июля месяца у нас ремонты были, немножко было похуже с этим, потому что у нас не было такого стенда. Сейчас у нас намного все лучше и четче, как бы так. Ну, в дальнейшем будем развиваться, много чего оборудования нам нужно, нужен подъемник, нужен стенд, те же самые форсунки чистить, тоже он очень нужен. Сейчас бы вот эти форсы попробовали бы, в принципе, помыть, может,
старый. Да, восстановить можно их попробовать, не знаю. Вот Ну, он так едет. Вот. мгм. О, газ даешь, педаль в пол. И она едет сразу. Отклик Да. хороший, да? Да. Да, едет нормально, слушай. Тут камера может. Да. Там дальше у нас камеры же не будет, да, вроде? Не знаю, кстати. Или есть Ну, там сейчас пограничник? выйдем напрямую, там, короче, там, дадим демонстрацию. Давай, давай. Прокатимся. Испытаем. Ну и робот, слушай, себя ведет хорошо. Да. Пинков нету. Пинков нету. Осталось немного, вот так газовать, скоро уже лед будет. Да. И все, уже вот эти... Резину купил? Еще нет. Зимнюю нет еще? Нет, нет. Че будешь брать? Ну, 130 вообще в лед. мгм. Где это вот эти, бля, Ну тут отбойники есть, ага, повелики. тормоза. Резину японскую будешь или Китай брать? Не знаешь пока? Че по деньгам, да? Ну, по деньгам, конечно же. Ну бери. Вроде Гаформ, вроде бы. Вот, блять, она, ну, извиняюсь, она так должна Ничего, ничего. так У нас должна. материться можно. Она так должна ехать. Вот. Сразу соточка, 120. Ни хрена. Ни хрена он едет, слушай, вообще. Ну едет, Вот да? так он должен ехать. Так он. А не вот это дык-дык-дык. А. Вообще хорошо. Бензин на той мазе заливаешь обычно, да? Да, на той мазе. Ну, иногда на этом Саханефтегаз. Что-то говорят на СТНГ типа качественнее, что ли, стал. Что-то в группах пишут. Правда, неправда, не знаю. Ну, знаешь, я как бы не особо привередлив. Я, ну, 95-й Но. и 95-й. Ну а что еще у нас зальешь? У нас 98-й-то есть вообще, нет? Есть. Есть? Ну, не знаю, кто-то говорит, что Лучше не просто лить его? переплата. Да? Он такой же, типа, да. Ну, вполне вероятно, можно. Если бы у нас был качественный бензин, у нас бы хандари ходили лучше. Но при нашем бензине, извините, купили Хонду, чехлитесь на бабки. Потому что все дорого. Форсунки дорогие. Роботы обслуживать надо. Роботы обслуживайте обязательно. Потому Посмотри, как было, да, сейчас я тебе покажу. Вот я, когда мы, помнишь, сделали, вот так вот, я примерно вот так вот сделал, Ага. у меня загорелась гирлянда. Ага. Вот такие вот, ну, резкое нажатие. То есть резко ты когда, да, начинал? Да, резко дал. Мгм. Ему Ну а не правильно, а ему хватило. через форсунку надо топливо дать, а он не может, да? Не может, да. Чувака ослепило своими фарами. Засветилось. Четко, четко. Сейчас как раз до вышки доедем, развернемся. Ага. Ну ты так, я смотрю, динамично любишь погонять, да? Ну как бы я это. не такой я гонщик. Нет? Не такой я гонщик. Ну, я Но иногда знаю- любишь кайфануть. Я знаю гонщиков, Ну. но я не такой, ну, я не люблю по-пенсионерски, конечно, прям ездить. Ну, я тоже так не люблю, я вообще люблю гонять. То есть, Я люблю газ. если тачка позволяет, я ей даю газу. Вот у меня чайзер был, я ему вообще ложил стрелку на 200, пофиг вообще. Ну, эсочка, была бы вэшечка, было бы покруче, да, еще даже. Вышка, да. Я всегда мечтал о вышке, ну, во-первых, не смог ее в свое время приобрести, денег не было.
Потом они стали распилами въезжать и всякой такой байдой. Ну и как бы тоже другие машины начал покупать. Прадик у меня был, Lexus был LX 470. Как бы уже вроде бы как бы Вэшка ушла на второй план, ненужная стала. А потом что-то вернулся к Эске вот этой, купил Эску, да, загорелся опять в Вэшку. Но уже нормальных нету, уже все. Уже не купишь, поэтому сейчас уже смысла нету их покупать. Сейчас надо брать гибрида. Ну, вот я в плане там, да, что как бы это машина выходного дня. То есть, если ты хочешь кайфануть. Но вот у везель, меня, да? Для Нет, тебя везель нет, это? Нет, у меня везель, она рабочая лошадка. А вот если брать такую какую-нибудь вэшку, Ага. это чисто погонять. Вот. Она бензина жрет, но зато ты кайфуешь. У меня вот у другана колдина вот эта на палке. Ага. Короче, она заряженная у него. Но он говорит, она чисто вот для души. А так, говорит, езжу я на Витсе. На. работу там, туда-сюда. Прикольно. Ну, слава тебе, Господи, все нормально. Я знаешь, чего больше всего боялся? На. Что мы сейчас форсунки снимем, а они в идеале. А. Вот И это что я- это что-то другое, Да, типа? что это Ты что-то- все-таки очковал, да? Что Ну, я что-то такой другое. думаю, а вдруг, блин, сейчас снимем, а они просто как слеза. А. Чистые. Я такой, а когда они грязные, я такой, фу, ну, блин, значит да, значит да. Ну да, есть такое. Не, всегда есть переживания, но сканер не обманешь. Видишь, сканер показывает свои вещи. Если есть по пропускам, значит это либо форсунки, либо свечки, либо катушки. Все, больше нечему. Одно из трех, да, по пропускам. А, ну ты же еще сказал это, посмотреть этот топливный фильтр, да? Да, фильтры бы тоже надо бы посмотреть. Что масло, ну, грязное топливо, значит грязное топливо проходило, значит фильтровалось все-таки. Конечно. Ну, пацанчик, А если столько грязи много пропустило в форсунки, ну значит, что? Значит фильтр тоже надо бы посмотреть. да, да. Это вот под сиденьем, который Да. где топливный насос. Да, да. Ну, всё, здесь мы развернемся. Мы проехали. короче, так, мы вот тут. Поворот ты имеешь в виду, этот, как его? Памятник-то? Ну, это как вот саму вот эту вышку. Ну. Походу. Вон же вышка А, вон она, какая-то. Да, мы её проехали. Кстати, с самолетов как? Видно все это дело? Видишь? Да? Не зря, короче, ставят все эти маячки, да, все Да, это. да. Прикольно. Ну, ладно, что, сейчас продолжим трансляцию уже с гаража. Я, Тимур, вот так вот сделали. Машина едет. Поменяли форсунки. Давай, удачи. Ну, а мы будем скоро разбираться с вот этим хандарем.